Сегодня в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района торжественно проложили первые метры кабеля по проекту строительства волоконно-оптической линии связи Якутск-Магадан. Репортаж Екатерины Ефремовой. Реализация данного проекта стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве по развитию информационных технологий и связи в Республике Саха-Якутия и Магаданской области между правительством Республики Саха-Якутия, правительством Магаданской области и общество с ограниченной ответственностью НПО «Импульс», подписанному 26 марта 2015 года. Данное соглашение подписано в рамках государственно-частного партнерства и не потребует выделения дополнительных средств из государственного бюджета республики. У нас появляется новый игрок, который также будет формировать тарифы на рынке магистральных каналов связи. Однозначно мы этому очень рады и надеемся, что эта конкуренция будет честной и очень выгодной для наших потребителей. Магистральная линия КМ-180 будет проходить вдоль автодороги Колыма и охватит населенные пункты Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Татинского, Тампонского и Аймеконского улусов. В течение года стоит задача довести первую, так называемую аварийную трассу. Всего линия будет состоять из 3 связанных между собой трасс. Главное, чтобы у людей была связь, чтобы во всех улусах и аласах никаких проблем с этим не было, и чтобы они не чувствовали никаких там проблем, чтобы аварийность, несмотря на климатические условия, чтобы трасса поэтому и строится не одна, а несколько веток. Группа компаний НПО «Импульс» в данное время работает в нескольких федеральных округах Российской Федерации. Это Пермский край, это Кировская область, это Коми республика, Свердловская область. В октябре месяце будет открыто обособленное подразделение НПО «Импульс», и такое же подразделение в Магадане будет открыто. А когда будет трасса уже начнется в эксплуатацию, соответственно, уже будут полноценные структуры, которые будут здесь находиться по всем, так сказать, нормам и правилам, которые сегодня есть и по налоговым, и по социальным мероприятиям. Строительство волоконно-оптической линии обеспечит устранение цифрового неравенства между населенными пунктами в республике, в том числе обеспечит высокоскоростные каналы связи, а также предоставит возможность строительства объектов сотовой связи вдоль федеральной автодороги Колыма. Екатерина Ефремова, Валерий Павлов, НВК Саха, Мегино-Кангаласский улус.